И вот она, главная достопримечательность – озеро Искандер-Куль. Его можно назвать озеро-загадка. Эти воды хранят столько тайн, историй и легенд, что их обилию позавидовала бы сама Шахерезада. Например, народ рассказывает, что на дне озера пасется огненный ракш – конь Рустама из поэмы Фердауси «Шахнаме». Много легенд, связанных с именем Македонского. Однако ученые утверждают, что сам Александр здесь не бывал, хотя его войско, возможно, и заходило. Но местные жители упорно передают из поколения в поколение истории о легендарном полководце. Здесь Александр Македонский проходил мимо озера, и тут якобы он, когда прошел мимо, они со своей войской здесь потерял свой буцефал в воду, утонулась. И они дальше не могли пройти и вернулись обратно. Иная версия гласит, что конь Александра Великого, Буцефал, после длительного перехода напился ледяной воды из озера и заболел. Македонскому пришлось оставить своего верного товарища здесь, а сам направился в Индию. Конь поправился и стал ждать возвращения хозяина. Но Александр не вернулся, он умер в пути, и Буцефал, почувствовав это, прыгнул со скалы в озеро. Если верить местным жителям, то иногда можно увидеть дух этого коня. С Македонским связывают и само появление озера Искандер-Куль. Существует легенда о том, как Александр Македонский, чтобы наказать непокорных сагдийцев, перекрыл Искандерью, воды реки затопили кишлаки, и жителям пришлось прекратить сопротивление. Так и возникло озеро Искандер-Куль, озеро Александра. На самом деле озеро образовалось в результате сильного землетрясения и завала. Как утверждают ученые, произошло это 11 тысяч лет назад. На этот факт местные жители отвечают другой историей. Живо предание, что озеро несколько раз меняло свое местоположение. Старики говорят, что это уже третье место озера. Раньше здесь его не было. Сначала оно было выше в горах, в 6-7 километрах отсюда. То ли было много дождей, то ли было обильным таяние ледников. Но поток хлынул ниже, так вода уходила еще дважды. И на третий раз озеро появилось здесь. По крайней мере, такая история передается из поколения в поколение. Зимой Искандер-Куль покрывается льдом, и можно переправляться прямо по озеру. Правда, на это решаются только местные жители. А старики еще рассказывают, что когда-то уровень воды в озере был почти вдвое больше нынешнего. И на горных склонах, если приглядеться, можно даже заметить след от прежней водяной кромки. Уровень воды, который сейчас вот на месте, это третье место, которое сейчас стоит. А первое 110 метров раньше было выше еще. Прямо следи в горах видно, если вокруг озера смотреть, там полоса такая идет. Первая, потом вторая. Вот первая на 110 метров, вторая уже на 50 метров ниже опускалась. Это уже на третьем месте, который сейчас стоит. Ну, есть такая легенда, говорят, что старики говорят, когда 2 раза прорвала эта вода, до самого Самарканда смыло все. Длина береговой линии 14 километров, а объем воды в озере равен 172 миллионам кубических метров. Искандер-Куль называют «жемчужиной в ладонях гор». И полюбоваться красотами приезжают путешественники аж со всего мира. Французы, англичане, шведы быстро находят общий язык. На берегу озера много турбаз, но иностранцы предпочитают жить в палатках. Кто-то разбивает их на земле, кто-то на крыше собственного автомобиля. Одни преодолевают километр пешком, другие проносятся по дорогам с ветерком. Иные не боятся путешествовать на раритетных авто. Например, Доминик и Евгения проделали огромный путь из Франции в Таджикистан, более 80 тысяч километров на стареньком автомобиле. Мы начали наше путешествие уже, наверное, 5 недель тому назад. Вот. Из Франции, с юга Франции. Это местечко недалеко от крупного города Авиньон. Вот. На нашем автомобиле проехали очень быстро Италию и Грецию, потому что это не являлось нашей целью. Цель нашей экспедиции – это путешествие по историческому шелковому пути. Посмотреть всю Среднюю Азию. Неделю путешествовали по горам Турции. Из Турции попали в Грузию. Грузия, да, Грузия горы замечательные, конечно, меньше по размеру, чем таджикские. Искандер-Куль, как на почтовой открытке. Мы когда сюда подошли, мы не поверили своим глазам, потому что прекрасно.
Италия, Греция, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан и вот они в Таджикистане. Но раритетная машина не выдержала крутых гор и сломалась. Il faut prendre deux coques. Il faut prendre le maxi et le mini. Ouais, le mini et le maxi. Voilà. Et après, tu as le nombre de... Вышедшие из строя детали более века. Такую можно заказать только на родине, во Франции. Доминик уже отправил заказ, теперь он ждет посылку. Путешественники говорят, что придется задержаться на озере, но об этом совсем не жалеют. Мне очень нравятся горы, но озеро вообще фантастическое. Если бы не проблемы с моей машиной, мы бы не увидели всех красот Искандеркуля. Здесь замечательно, можно сказать спасибо моей машине, что она сломалась. Вода в озере содержит большое количество минеральных примесей, потому рыба здесь не водится. Разве что мелкий голец плавает, да форель из горных рек случайно попадает сюда. Но по течению быстро уходит в Искандер-Дарью, где ее поджидает водопад. Тонны воды низвергаются с 30-метровой высоты, поднимая вокруг столбы водяной пыли. Каньон, в котором укрылся водопад, узкий и мрачный, и разглядеть его можно только со специальной площадки. Отсюда же открывается и яркая радуга, которая будто нарочно прячется под скалой. Раз увидев такую красоту, хочется вновь попасть в эти места. Старая Арча поможет в исполнении желаний. Каждый, кто приходит на водопад, оставляет на этом дереве от себя что-нибудь на память, чтобы когда-нибудь вернуться сюда снова. Мы тоже сделаем это. Надеюсь, мы вернемся. В окрестностях Искандеркуля водится много зверей, от зайцев до медведей. Некоторые отдыхающие рассказывают, что сталкивались с косолапым чуть ли не нос к носу. А среди растений преобладает арча или можжевельник. Масло из арчи добавляют как приправу в пищу, также его используют при лечении ожогов, ран, кожных и других многих заболеваниях. Еще с древности таджики знали, что если сделать колыбель для ребенка из арчи, то ребенок вырастет крепким. Ну и в целом поставить около нее полезно. Ветки можжевельника вырабатывают фитонциды, которые убивают микробы. А плоды арчи используют в парфюмерии. Вот так, продвигаясь вдоль можжевельника, можно выйти к Змеиному озеру. Старожилы говорят, что здесь много ползучих гадов, но тут же успокаивают. Дескать, змея не кусает тех, кто пьет воду или плавает когда. Так что купаться можно вдоволь, тем более, что Змеиное озеро теплее Искандеркуля. Присмыкающиеся так на глаза и не попались, может потому, что невозможно отвести взор от природных красот. Отсюда, например, хорошо виден заснеженный пик горы Гамзам. Змеиное озеро вам покажется темным и слишком тихим по сравнению с Панчашма, 5 родниками. Вода в них как хрустальная, так и играет на солнце. И даже кажется, что слышишь хрустальный звон капель. Махмуд Бабараджава со своей семьей на источники старается приезжать как можно чаще. Вода, говорит, городскую суету и заботы смывает и сил придает. А перед отъездом обязательно водички родниковой с собой прихватит для соседей. Большинство дней вот здесь много людей побивает. Вот даже вот некоторые я им спросил, что почему они побивают здесь. Вот они даже говорят, что вот здесь вода из скала вот выходит, и вот жажда о них удаляет, и усталость удаляет. Они вот большинство людей говорят, что мы если 3-4 часа здесь отдыхаем, где-то вот накапливаем на месяц на работу, как будто мы вот месяц отдыхаем. Вот такой природа здесь. Вот сами экологически чистая вода. Вот никакого грязи нету здесь. Это я сам не сочинил, вот люди, которые здесь побивают, они сказали.
После Змеиного озера в Искандеркуле искупаться рискнет не каждый. Уж очень холодная вода. Морозоустойчивых волны загоняет полуденный зной. А вот после обеда поднимается ветерок, и тогда остается только сидеть на берегу или прогуливаться вдоль кромки